Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. В северных условиях и круглый год в столице республики завершили строительство тепличного комплекса «Саюри». Десятилетие технологий региона и участники из разных стран. В Якутском технопарке проходит международный форум. Расскажем об этом более подробно. Награды для тех, чье дело обычно незаметно. В республике наградили доноров органов. Первый зампред правительства региона Кирилл Бычков презентовал новый масштабный региональный проект «Комплексное решение ИЖС», который подразумевает малоэтажную застройку в двух районах столицы – на Вилюйском тракте, а также на Базовом переулке. Строить дома будут по той же технологии, что и в пострадавшем от лесного пожара селе Бяськёль, применяя массивные панели. Генеральным застройщиком проекта выбрано Республиканское ипотечное агентство. Общая площадь двух участков, определенных под строительство, составляет 11 гектаров. Типовой проект домов уже готов. Так, на Базовом переулке уже в 2022 году будет построен целый район. Это 32 дома со всей прилегающей к ним инфраструктурой. План развития территорий двух кварталов разработан с учетом нового стандарта комплексного освоения территорий. Программа индивидуального жилищного строительства у нас сейчас активно развивается в соответствии с указами главы республики. Эта программа у нас в этом году получила мощный старт. Ее очень сильно поддерживает федеральная программа ипотеки. Мы знаем, что сейчас уже и в льготную ипотеку и ИЖС включили. Поэтому под 7% можно получать кредиты под строительство индивидуальных жилищных домов. Это, конечно, большой плюс, потому что многие наши жители все-таки любят жить в индивидуальном хозяйстве. Здесь дома будут очень комфортными, около 90, от 90 до 100 квадратных метров с небольшим участком. Поэтому здесь, конечно, можно и какое-то свое приусадебное хозяйство вести. В то же время цена будет очень доступная, потому что технология МХМ, которая применяется при строительстве, она себя полностью оправдала в наших условиях. Тем временем в столице республики завершили строительство круглогодичного тепличного комплекса «Саюри». Всего на территории комплекса насчитывается 16 теплиц. Проект стартовал в 2016 году со строительства экспериментальной теплицы, в которой были использованы японское оборудование, вторкаучуковая пленка, а также конструктивные решения коллектива японских и российских инженеров. Сегодня «Саюри» является резидентом территории опережающего развития Якутия. По состоянию на декабрь 2021 года с начала запуска экспериментальной теплицы произвели более 2000 тонн продукции на сумму более 480 миллионов рублей. В первую очередь, это, соответственно, расширение объекта, повышение урожайности, повышение производства в целом, как по месяцу, так, соответственно, и в целом по году. Если мы в этом году вырастим ориентировочно 1400 тонн, в общем, томата и огурца, то на следующий год мы планируем вырасти порядка 2500 тонн огурца и томата в целом. У нас есть небольшое нововведение, так скажем. Если раньше у нас теплицы состояли практически полностью из пленки и клин, то сейчас было принято решение сделать стены из сэндвич-панелей, а кровлю сделать из пленки и клин. Айсен Николаев провел рабочую встречу с главой Нерюнгринского района Романом Щегельником. Руководитель республики обозначил направления, на которые нужно обратить внимание при достижении стратегической цели. К 2026 году Нерюнгринский район должен стать одним из лидеров по уровню комфортной среды на Дальнем Востоке. Глава региона рекомендовал плотнее работать с промышленными компаниями, в том числе «Колмар» и «Эльга-Уголь», благодаря деятельности которых район сегодня становится одним из крупнейших угольных центров страны. Щегельняк заверил главу республики, что нерюнгринцы подойдут серьезно к реализации всех планов, обозначенных в указе. Напомним, что указ о социально-экономическом развитии Нерюнгринского района глава республики Айсен Николаев подписал 15 декабря, в день оглашения послания региональному парламенту. В указанный год исполнится 100 лет поселку Чульман и селу Иенгра, а в 2025 году Нерюнгринский район отметит свое 50-летие. Якутский технопарк сегодня отмечает свое десятилетие. И в рамках этого дня он проводит форум с международным участием под названием «Региональная инновационная система «Эволюция». О значимости этого мероприятия для развития бизнес-сектора экономики и IT-сферы смотрите в следующем материале.
Участниками этого мероприятия стали не только предпринимательское и IT-сообщество республики, но и представители образовательных учреждений и центров. Ведь сегодня руководство технопарка «Якутия» в рамках форума представит не только лучшие проекты своих резидентов, но и даст возможность обменяться самыми передовыми из них. Поэтому значимость участия в этом форуме отмечает практически каждый из них. Сегодняшнее мероприятие имеет очень важное значение, потому что мы хотим перенять опыт тех компаний, которые на сегодняшний день показывают хороший результат, и переговорить с ними, найти общий язык и развивать те же направления IT-отрасли в нашем районе. На форуме я хотел бы узнать, как объединить новые технологии, IT-технологии с производством инновационным. Для этого и пришел на форум. Сегодня мы заслушали доклад Алтан School. Мы очень интересуемся давно их работой и то, что хотим с ними наладить какие-нибудь контакты, записать своих учеников, чтобы дети с ранних лет учились программированию, языку Python, который у нас в школе тоже вводится. Но, конечно, новые технологии для нас трудновато, так как педагоги и специалисты в этом направлении очень редкие. Действительно, сегодня это факт. Найти специалиста, который мог бы обучать детей в работе с новыми технологиями и еще одновременно владеть инновационными проектами, является трудоемкой задачей для руководителей образовательных учреждений. Ведь сегодня именно преподавателей в этой сфере найти сложно, а время требует, чтобы каждый ныне работающий педагог владел всеми этими возможностями. Очень трудно, потому что целенаправленной подготовки такого уровня нету, педагогов нету. Надо переориентировать высшие учебные заведения, чтобы они целенаправленно готовили уже, чтобы они к нам приходили кадры, которые умели бы уже, использовать эти новые технологии. Эти и другие вопросы как раз будут сегодня обсуждать на этом форуме. А главной целью форума является определение приоритетов работы технопарка «Якутия» на ближайшие годы. Мы должны заглянуть в будущее, понять, как будет развиваться технопарк, венчурная компания «Якутия», как мы будем дальше работать, куда нужно сместить наш фокус, правильно ли вообще мы идем. И в конце мы должны выработать какой-то механизм, дальше свою дорожную карту для развития технопарка в будущем. Программа форума насыщена. Она будет идти в течение всего дня и завершится панельной дискуссией, где примет участие глава Якутии Айсен Николаев. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Перейдем к эпидобстановке в республике. За минувшие сутки в Якутии выявили 183 новых случая заболеваемости COVID-19. Из них в столице региона зарегистрировали 73 заболевших. 21 случай выявлен в Нерюнгринском районе, 18 заразившихся в Алданском, 11 в Сунтарском. В Мегино-Кангаласском и Хангаласском районах по 10 заболевших. Еще в 10 районах республики выявлено от 1 до 9 случаев заболевания коронавирусом. Среди 183 случаев 38 заболевших дети. Еще раз обращаю внимание на необходимость, особенно руководству образовательных организаций, в преддверии проведения как праздников в учебных заведениях, так и дошкольных образовательных учреждений, при их проведении не допускать нарушения норм санитарно-эпидемиологического надзора и контроля. Из 145 взрослых непривитых 139 человек, 96% это составляет. Сегодня в стационарах получают лечение 991 пациент, в состоянии средней тяжести 905 человек, в тяжелом состоянии 86, из них 84 пациента непривитые. Количество больных в отделении реанимации и интенсивной терапии постепенно сокращается. Связано это с тем, что волна коронавируса в республике идет на спад. Об этом говорят сами медики. На сегодняшний день в отделении реанимации полностью хватает оборудования и аппаратуры. Для любой койки всегда имеется аппарат искусственной вентиляции, которая в любой момент может быть как неинвазивной, так и инвазивной. На сегодняшний день в отделении развернуто 30 коек, больных 20 человек. Не месяц назад или полтора даже месяца назад у нас было 40 человек. Конечно, это очень показательный спад заболеваемости. Мы прошли волну, мы уже перестали их даже считать, потому что уже бессмысленно.
Готовимся тоже к новому штамму постепенно. Пока пациентов мало, мы пытаемся просанировать, отремонтировать то, что за 2 года, как говорится, и поизносилось в отделении. Ну и готовимся. Ну а в республике обсудили проблемы лекарственного обеспечения и ведения реципиентов после трансплантации органов в рамках круглого стола, посвященного 20-летию развития донорства органов. Было отмечено, что трансплантация почки и фрагмента печени от живого родственного донора в настоящее время единственный радикальный метод коррекции заболеваний органов в терминальной стадии. Главным событием мероприятия стало награждение доноров органов за самопожертвование и спасение родственников. Донорам вручили дипломы, удостоверения и региональные знаки признания. Отметим, что социальный проект «Дар жизни», созданный для поддержки прижизненных доноров, начал свою деятельность с текущего года и активно внедряет свою программу по всей республике. В этом году мы впервые провели такой пилотный проект по диспансеризации доноров. У нас есть первые итоги. Участвовать в диспансеризации дали согласие примерно 78 доноров из 120, а приняли участие 50 человек. Диспансеризация она проходила 2 этапа, и она проходила по месту жительства, по районам Якутии и в городе Якутске. Сегодня, к сожалению, сложилась в республике такая ситуация, что трансплантация органов она практически не развивается. И в таких условиях пациенты с тяжелыми заболеваниями почек и печени, они находятся в очень трудном положении. И нередки случаи, когда эти пациенты приобретают статус паллиативных пациентов. И в завершении выпуска коротко о погоде на выходные. По прогнозу Гидрометцентра России, в столице республики в выходные дни ожидается облачная погода с небольшим кратковременным снегом. В субботу ночью похолодает до минус 45 градусов. Также 18 декабря синоптики прогнозируют облачный день с небольшим снегом. Днем столбик термометра покажет минус 38 градусов, а ночью похолодает до минус 45. Ветер северо-восточный 1 метр в секунду. В воскресенье 19 декабря также ожидается облачная погода с небольшим кратковременным снегом. Температура воздуха днем составит минус 41 градус, а ночью минус 43. Ветер северный 1 метр в секунду. На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.